2018 года. То есть с ноября, как известно, стало то, что город попал в нацпроект, мы работали именно в части получения положительной государственной экспертизы. В настоящее время все проекты у нас имеют положительную государственную экспертизу, но это, конечно, затруднило работу именно в части объявления контракта. И мы с вами понимаем, то, что когда мы вошли в нацпроект «Безопасное качество автомобильной дороги», на нас легла большая ответственность. В части того, чтобы мы привели всю документацию в порядок. Если раньше можно было обойтись гарантийным письмом, мы в любом случае получим положительное заключение и начать работы, грубо говоря, в мае, то, соответственно, в этот раз такого не должно было происходить, потому что контроль идет напрямую от Москвы. Соответственно, отвечает за реализацию у нас проекта на уровне республики и города Якутска непосредственно Илдархан Исен Сергеевич, а на уровне города Саддам Абдулна Исен. Понятно. А к самим проектам у вас есть какие-то вопросы, как у подрядчика? Потому что мы... Значит, вопрос решается в рабочем порядке. Я еще хочу добавить, вот, раз коснулись улицы Жарлинской. Там предусмотрен был монтаж футляров и рабочих труб всего 400 метров. Вот представьте, вот мы... Проекты предусмотрены? Проекты, да. Вот вы все говорите, ну, не вы, жители, кто не владеет, наверное, ситуацией. Они думают, Жарлинскую улицу Петра Алексеева закрыли, все, давайте закатайте в течение 5 или 10 дней. И там подготовительно работать полкилометра, перекопать и уложить трубы. Тогда как у нас контрактом не предусмотрено, все эти трубы, все эти кабеля, вот сейчас мы опоры устанавливаем, опоры освещения, все за свои средства. То есть эти опоры, они идут с Питера как минимум месяц, а за месяц еще за полмесяца вперед надо платить все материалы. Это кабель, опоры, все такое. Вот это вот никто не учитывает. И тем не менее, вот я вам сейчас зачитаю. Выполнена работа на улице Жарлинского. Демонтаж лотков 500 метров, демонтаж бордюр 640 метров. Установили бордюр вот за сколько? За 3 недели. 1357 метров. Смонтировали лотки 100,3 метра. Потом засыпка пазух, лотканой монтаж этих футляров и рабочих труб 230 метров. 5 штук железобетонные опоры установили. И опоры туда 3 штуки. То есть, хочу сказать, сейчас вот дополнительную работу мы заканчиваем, на бордюрах люди работают, и на следующей неделе мы уже выходим с дорожной одеждой и начнем. На следующей неделе, да? Да. Ну, что вы сейчас сказали, это все, конечно, очень хорошо, да, но вы же не решаете, какие сроки заводилось, там, неделю активно работать, неделю пассивно, там, и так далее. Бордюр у вас устанавливают, да, насколько я понимаю, с подрядчиков, да, что у вас здесь еще и улица. Подрядчик мы туда-сюда не кидаем, на каждой улице работает. Ну, на проект работает, да? И как уверяешь, на Жарлинского. Проект работает на Петра Алексеева, на Жарлинского. Ну, на Петра Алексеева ходил прораб один. Я как бы следил за теми, кто смотрел там, что устанавливал бордюр. Вот просто можно провести аналогию, да. Конечно, у вас еще есть время, 2 месяца, да. Мы сейчас еще не можем говорить, ничего не можем утверждать, мы просто немножко как бы, да, ну, опасаемся, да, сейчас. Ну, как бы не случилось так, что мы бы с вами встретились там, допустим, уже в ноябре, и ну, друг на друга смотрели и глазами хлопали. Вот если, допустим, мы с Валерием Ивановичем будем дома ремонт делать, может же разные подходы могут быть. Я могу скрыть полы, и потом как бы очень долго замерять, ходить что-то там, залезть в интернет, там, может быть, заказать какой-то ламинат, или там, может быть, паркет, или что-то, да, можно просто как бы взять и сделать. Обычно бывает так, что если ремонт долго не делается, да, значит не хватает средств или еще что-то. У вас средства все в порядке? Перед тем, как начать ремонт, сначала закупаются материалы, а мы делается проект, да, берется проект, да, соответственно. Потом как бы закупаются материалы и делается. И это все делается обычно. про это и говорим. Почему долго делается? Потому что каких-то материалов либо нет, либо не хватает на них денег. У вас все нормально с этим? Еще раз говорю, мы работаем в счет своих средств. Мы аванс не получили. Вот объясняю, Антон Анатольевич. Для того, чтобы все упирается в нацпроект. После того, как мы вошли в нацпроект, мы понимали, что большая ответственность лежит. Если мы сделаем конкурсы аукционы с авансом, то полезут, грубо говоря, предприниматели с блокнотами и не выполнят наши условия в части контракта. Ну, капитальный ремонт они не сделают. Отдадут там
кому-нибудь на субподряд свои там проценты оставят, ну и, соответственно, они не справятся с этим. Или цену снизить, да? Да, или ценность снизит. Допустим, вот в данном случае, в этом году, как бы это ни звучало, но нам с подрядчиками повезло в части того, что попались все подрядчики с опытом. И это не те подрядчики, которые в прошлом году у нас, грубо говоря, провалили строительный сезон, дорожный строительный сезон. И вот, допустим, если взять нашумевшего Жарницкого, первые 3 недели на данном участке работали у нас газовики, вы все об этом знаете. Труба высокого давления – это не шутки. 500. То есть 500-я труба, 550 метров на свой счет газовики скажите. то есть данные работы еще были проведены за счет РСК «Транспорт газ будет». И вот эти вот мероприятия вот для населения, они особой роли не играют. Они должны, вот, когда видят слово «капитальный ремонт», они видят только тротуары, пешеходные, дорожные и асфальт. Вот если я тут не соглашусь, да, если человек видит, что там трубу кладут или что-то, это он понимает, что идет работа. Но если человек видит, что вообще ничего не происходит, это он понимает, что вообще ничего не происходит. Вот мы исходим от заключения нашего коллеги, который также вот только подошел. Да, вот. Как чем поработал Жванецкого? Ну, практически, Не работает. по крайней мере, на том участке за последний месяц проложили бордюрный камень, немного лоток сделали частично. И, ну, практически на всем протяжении работа не ведется в последнее время. Ага. А То вот есть как- вначале, когда перекрыли, работы велись, да, газовики работали, да, где-то водоканал отработал. Но в целом, то есть вначале движение было, потом вот недели 2-3 практически ничего не происходит. Вот теперь Реально. вопрос. А как появились бордюры со стороны Пирогова? Они как-то волшебным образом появились? Как появились автобусные карманы? Как появились водоотводные лотки? Как появились трубы? Как появились врезки? Они просто за 3 недели не появились? Нет, так они были сделаны давно, их Еще сделали, а давно. после этого Вот работали. здесь вот- Давно, еще раз говорю, мы начали работать ровно месяц назад. Да. Газовики то начали работать месяц назад. Не, ну когда этот бордюр был уложен? Бордюры, они начали только 3 недели назад. После газовиков? Ну вот Когда? последние 3 Конкретно? недели практически... Ну, там вчера или Подрядчик, Вот смотрите, поставили подстанцию вот в двухэтажке, да, там, и вот за последнюю неделю вот лоток уложили на том участке, где делали подстанцию. На основном участке вот последние 2 недели, ну точно, ну ничего не происходило. И фото эти, в общем, Я знаю. подтверждают, что- И вот судя по фотографиям, которые у нас присылают в группу, да, вот эти вот фотографии вот выходят только с одного балкона и только на одну часть. Совершенно верно. Вот такая, Один человек. такая же ситуация у нас по Красильнику, Антон Анатольевич. Человек выходит из дома, да, выходит и смотрит. Нет, Только на Красильниково мы были, Нет, там Антон, работали. Антон Анатольевич, я даже скажу. Смотрит из балкона, выходит из дома и смотрит. Вот так вот он смотрит. И видит, никого нет. Это означает что? На объекте никого нет, что ли? Ну, мы когда проезжали, никого не было. Вы когда проезжали, вы комментировали то, что там может асфальт. Нет, извините. на Красильниково не видел. Да, А я говорю про Завидского сейчас. Потому что когда А, мы ну, там проезжали, там никого там не было, реально. Там стоял один Ну, погрузчик. а потом, Валерий, если речь идет о моем балконе, у меня видна практически вся улица с балкона. Ладно, давайте в частности не будем уходить. Да. Все-таки Дорис опытный подрядчик, мы понимаем, что у них силы и мощи не хватает, да? Поэтому, как бы, ну, можно, скажем так, надеяться на то, что, ну и судя по тому, как отвечает сам представитель подрядчика, они как бы ну, за свое дело болеют. Это похвально, да, но в то же время, конечно, есть опасения, ну, что спешка всегда приводит к халтуре. А что делать вот с этими институющимися, этими водоотводными лотками, которые, по-моему, насколько я знаю, в проекте даже без крышки, да, предусмотрены? Без крышки предусмотрены по вторым версиям. Ну, вот, Вот сейчас решается. Там решается вопрос. Вот получается, в день, когда вот 15.08.19 фотография была сделана 15 часов 05 минут. Здесь начинается укладка асфальта. Мы там были. Да, вы там были. И вот на фотографии четко видно то, что проезжая часть сухая. Ага. У нас есть отраслевые дорожные методические документы, ОДМ. Мы сейчас не ведем речь о том, что кто-то укладывал дорогу. Нет, я Дождь или в что-то. целом, просто на опережение отработал. Получается, мы даже вот на такие вот моменты, когда вот вышло резонансное видео с улицы Красильникова, вот тоже есть фотография была сделана 2 часа 30 минут. Здесь уже уложенный асфальт. После того, как подрядчик уложил данный асфальт до дождя, он должен его обязательно укатать. Укатка происходит с применением холодной воды, чтобы что? Асфальт остыл. Нет. Вы забежали вперед, немножко я про это не говорю, потому что я действительно знаю о том, что есть разные технологии, да, в том числе там, Это вот тоже определенные температурные режимы
лавками, происходящими и так далее, да? Но если вернуться к вопросу лотков, да, то, что идет полный рост нестык, и там будет насос, это как понять, это Я этого не думаю. Так, фотографию сейчас Да, смотрю. хотел я скажу, там предусмотрено 5 насосов. А как они будут, ну, то есть, как мастеровая работа, как она будет обеспечена? Перекачиваться будет. Ну, а если насос сломается, то там неужели его будут там ремонтировать? Да. У нас полностью автодорожный вот возле ЕГСК, да, и подруга. Она, получается, в какую сторону он будет В уходить? сторону Гордонова будет уходить. Просто Горкан, это получается в сторону... Да, 50 на 50. Середина улицы уходит на Ленинского, а вторая половина туда. Просто как бы... Тут горькие лотки даже не чистят, да, как это будет насос там функционировать. И тех условий на подключение Якутовстрой, я знаю, да, они сделают. Да, они уже сделали. И получается, в последующем, после передачи дорог, они обслуживают нам дорогу. Такая же ситуация у нас по автодорожному. Ну да, да. Возле ипподрома. Синие будки, вот, Да. где насосы стоят. Совершенно верно. И они справляются, они перекачивают. То есть Якутовстрой впоследствии. Да. И вот эти вот насосы выбирала самой Якутовстрой. То есть мы могли поставить любую другой, но Якутовстрой, понимая, что им работать в дальнейшем с этими насосами, Ну, то есть они у них на обслуживании будут находиться? Да, совершенно верно. Поэтому так же было, Якутовстрой же был насос. То есть изначально в тех создании у нас были другие насосы, но они понимают, что им дальше работать с этим А вот поменять. еще такой обывательский вопрос, да, больше. Вот, допустим, набирали все новый асфальт, ну, положили, да? А дождь идет, а в луже там, наверное, находится. А у вас понятие есть, что такое правильный путь, и откуда вода должна уходить? Ну, вода как минимум должна уходить, но она никуда не уходит. Она уходит, точнее, в керны. Вы там брали какие-то пробы? Керны, смотри, вот фотографию, скажи, пожалуйста. Да. Иван, включи, пожалуйста. Нет, дальше. Вот, еще дальше. Вот здесь, блин, плохо. Вот Я это сейчас на есть нижняя телефоне. точка, рядом там лотки проходят. Значит, после того, как мы закончим вот эту кладку асфальта, вот с этих нижних точек мы бросаем в лотки трубой диаметром 219 миллиметров. Это И вода эта будет уходить в лотки. Просто не дадим. То есть на проезжей части, грубо говоря, будет труба 219. Я сейчас найду теперь. Красиво, конечно, да, там, продольный профиль, проще. Хотя бы упаковка даже мы почти Что значит каждый проще? год наблюдаем. Что значит проще? Где Нет, я имею в виду, что в теории, да, наверное, все должно быть так. А в том же в районе Лермонтова, да, в районе парка. Мы говорим, все что мы наблюдаем. сегодня говорим про объекты 19 года, так? Ну, понятно, И нет. про Лермонтова тоже могу сказать. Там тоже такие же трубы есть. Просто там Понятно, просто мы никто же не чистит все же трубы, видим, никто лотки не... как происходит от бортика до бортика, просто стоит и все. Отбор керна. Так же будет. Причем тут водоотводные лотки, отбор керна? Да почему я не про керны? Я не об этом, скорее разговор зашел об этом, что все говорят, все по технологии делается, все правильно, продольный профиль, уклон и прочее. Трубы эти, да, которые отводят воду. Но мы все видим по городу участки дорог, которые были последние годы сделаны, и когда идет дождь, там озеро от бортика до бортика, хотя там есть и лотки уложенные, параллельно идут с дорогой, Вопрос и вроде как по технологии делают. Знаете, что такое обслуживание дорог? Ну, примерно. Ага, примерно знаете. Ага. И сколько денег требуется на обслуживание дорог? Обслуживание дорог иногда дороже, чем его строительство, знаете об этом? И? Но я говорю то, что у нас на обслуживание денег выделяется меньше, чем надо, в том числе. Так тут, наверное, не только обслуживание. Просто потому, что сейчас делают Обслуживание, новые дороги, обслуживание что предполагает мероприятие от точки А до точки Я, то есть начиная от водоотведения, заканчивая дорожной разметкой. Все говорят, дорожная разметка у нас стирается. Соответственно, она стирается. У нас денег не хватает наносить ее каждую неделю. Мы за сезон 3 раза. Дорожная разметка она гарантируется на полгода, то есть год-два раза наносится дорожная разметка. дорожную разметку, если вещь. Я помню, наверное, за эти последние лет 5-7 было много новостей на эту тему, да, суперинновационной краски, которые тестируют в городе Якутске, и которые будет 5-7 держаться. Про До сих пор ничего не изменилось. Про термопластик, который не здесь держаться не может. Понятно. А с улицы Чайковского сейчас? Улица Чайковского, получается, мы 1,5 месяца копались с газовиками, там было всего 16 точек призок. Для общего понимания, коллег Брестска, это когда оператор подключается к газу, и Сахатранснефтегазбыт, вот сейчас по аналогии других объектов, уже на опережение работает. Тут человек заявился, допустим, по Петра Алексеева, они должны его быстро также оформить документы,
в течение недели и уже подключить их. По автодорожной, по Чайковскому 12 врезок мы сделали за 3 дня, да? За 3 дня. Но они должны тоже успеть на 31 октября, да? Да. Не успеют? 4. Да, по 4. Ну, как думаете, успеют? Получается, да, успеют. Получается, они нижний слой от Кеша Алексеева дошли до улицы Плачкова.